Из-за последних наших выпусков вам могло, наверное, показаться, что мы превозносим фильмы «Кыргызского чуда» за их ориентированность на драму, показ социальных проблем и тягот тогдашнего кыргызского общества. Мол, кинолента имеет ценность только если представляет из себя остро-социальную драму. Да, мы правда считаем, что кино – инструмент изменений. При этом признаем, что склонность кыргызского зрителя к комедиям должно быть объясняется тем, что ему и так хватает ежедневных проблем, и, соответственно, он включает кино, чтобы отвлечься от них, а не поразмышлять о великом. А значит, авторам кинолент нужно подстраиваться под эту особенность. Поэтому особенно ценными для нас являются те случаи, когда авторы, умеющие работать с комедией, закладывают в свои картины действительно глубокие мысли, не жертвуя возможностью посмеяться для зрителей. Мы уже обозревали один из таких примеров – триллер «Аячи» 2024 года от авторов, известных по комедиям. А сегодня разберем еще один так называемый драмеди – микс комедии и драмы. Фильм «Ата» 2017 года от Бакыта Осмонканова, известного по фильмам «Бир-туганчик», «Напарниктер» и «В поисках мамы». Фильм «Ата», беря за основу повествования язык юмора, тем не менее поднимает ряд важных вопросов, с которыми сталкивается почти каждый кыргызстанец. Что значит быть хорошим отцом? Как оставаться порядочным человеком, если черная полоса в жизни все не хочет заканчиваться? А самое главное, картина создает образ вменяемого, позитивно-маскулинного отца с правильными идеалами, у которого есть чему поучиться многим мужчинам в нашем обществе. Давайте разбираться. Ваша жена рожает. Бош емес екен, қойшы. Қандайша рожай? Қашан рожай? Мен рожай? Мен ана қоя тұрдым. Сауыр қыл, ай! Основной мыслью фильма «Ата», красной нитью, проходящей через все повествование, является ценность семьи и то, насколько она предопределяет будущую жизнь людей, иногда даже сквозь поколения. Все мы в той или иной степени являемся заложниками своего воспитания, условий взросления, а впоследствии будем в той или иной степени переносить все это на своих детей, и только от нас зависит то, выберемся ли мы из этой ловушки судьбы. Сюжет фильма можно поделить на две основные линии повествования, тесно переплетающиеся друг с другом, основанные именно на этой мысли. Детство, взросление главного героя и его отношения со своими родителями, и то, как он уже в зрелом возрасте справляется со своей ролью отца, оказавшись в сложных и неоднозначных обстоятельствах. На экране 1987 год. Обществу только предстоит прожить тяжелые 90-е и развал Советского Союза. Главный герой нашей сегодняшней работы, Асан, рос не в самых лучших условиях. Ему рано пришлось начать работать, финансовые обстоятельства были далеко не лучшими. Отец суров, консервативен и пытается воспитать сына в кавычках как настоящего мужчину. А кроме того, однажды Асан случайно подслушивает разговор отца с матерью, где выясняется, что они вовсе не его родители, а его дядя и тетя. Его биологические же родители погибли. Это не могло не оставить большой отпечаток на психике ребенка, ведь он так и не успевает поговорить по душам с отцом по этому поводу. Отец уходит из жизни, так и не узнав, что ребенок знал обо всем. Несмотря на то, что наш главный герой никогда их за это не винил, понимая, что их мотивы были благими и они не хотели, чтобы ребенок чувствовал себя сиротой, вывод, который он делает из этой ситуации и впоследствии перенесет на своих детей, ложь во благо допустима, особенно ради детей. Вряд ли такой подход можно назвать прочной основой для построения здоровых отношений родителей с детьми. Были, однако, и позитивные уроки, которые главный герой смог впоследствии верно адаптировать и перенести на своих детей. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого хотят учиться. Самым ярким примером можно назвать ценность образования, ведь если его отец в довольно грубоватой форме призывал его не смотреть мультфильмы, вместо этого навязывая ему чтение книг, то Асан, хоть это и принесло ему в будущем результат, сделав руководителем крупной компании, также стремится дать своим детям образование, но делает это в более спокойной и экологичной манере, продолжая стремление отца, но без излишнего давления, которое может ребенка оттолкнуть. Маданиятты балабыз дейді. Ой, врешь. Ой, врешь. Ана жақшылап оқып білең. Ей, білім алу бұл мақсат емес. Білім бұл құрал. Менің атам бір жол айтқандай мағаншы? Пап, не начинай. Чё не начинай? Бүгін тут там мультфильмдер қойды екен, бармайлық па? Қоя тұрман бітірейін. Енді бүтіп қалады ата. Мен саған қоя тұр деп отпайын ба? Тігіне? Вторая же сюжетная линия, как мы говорили ранее, происходит уже в наши дни и касается уже самого Асана и его взрослой жизни с собственной семьей.
Повзрослев, наш главный герой создает себе сказочную жизнь. Прекрасная работа, обеспечивающая жизнь в достатке, умница-жена, умудряющаяся совмещать карьеру в аудиторской компании и ведение хозяйства. Да и в вопросах воспитания детей у нее все схвачено. Она является безоговорочным авторитетом для своих детей и мужа. Шундай күйеуге тигеніңе жығылып атат оқшайсың, Ой, куда бы деться? Күнде Кудайдан сұранам да башкага кетип калбасын деп. Ошент. Эркин болушураак да. Ой, тмеле. Нарочито расслабленное повествование фильма заставляет нас потерять бдительность, и над семьей постепенно сгущаются тучи. Друг и партнер Асана предает его путем махинаций, исключая его из списка учредителей, переписывая его активы на себя и лишая средств к существованию. Я боюсь потерять эту работу. Не увольняйте меня, пожалуйста. У меня семья, дети. Он же гаденыш, а? Умеет на жалость давить. Ну, в этой ситуации я вижу только один выход. Надо было увольнять этого сотрудника к чертям собачьим. Другого бы наняли. Благо, что все хорошо, прибыль стабильная. Но время такое, Асан. Надо быть где-то хитрее, где-то наглее. Кто не ошибается? Надо дать шанс. Вот и все. Итак, мы решили исключить тебя из числа учредителей. Понимаешь, твои демократические решения мешают нашей компании прогрессировать. Это же бизнес. Вслед за этим, как гром среди ясного неба, случается главное событие всей киноленты. Спусковой крючок событий сюжета. Трагическая гибель Каныкей, жены Асана. Сама по себе цепочка событий, которая приводит к ее смерти, очень хорошо иллюстрирует то, как авторы сценария проделали отличную работу в части построения сюжета, наглядно демонстрируя нам, как работает причинно-следственная связь. Дело в том, что наш герой плохо водит. В одной сцене жена и дети даже смеются над ним по этому поводу. Пап, вот тебе за руль реально нельзя садиться. Неге? Ты за рулем как обезьяна с гранатой. В один день его жена сильно обжигает руки во время готовки, и за руль приходится сесть ему. В дороге она еще и отвлекает его, прося помочь ей закрепить ремень безопасности, опять же, из-за ожога. Череда этих, казалось бы, мелких по отдельности событий приводит к большой трагедии. Асан и Каныкей попадают в ДТП, в результате которого она погибает. Асан. Асан. А? Андан арыда жашоо бар. Бул күн да өтөр. Ассалаумалейкум. Азыр сүйлөшүп алайлы. Радиобу мен эле сүйлөп берейинби? Ушак болбосо сиз эле сүйлөңүз. Асан с детьми переезжает к матери в родное село и на остатки своих сбережений покупает там землю, надеясь запустить аграрный бизнес. Но и тут терпит неудачу. Ему продают не плодородную землю, а иссохшую и трудную для возделывания. Негизи суу келбейт. Сууда келген эмес. Кайрак жер да бул. Таштак жер. Кантип иштетесиң бу жерде? Параллельно ему вместе с ролью банкрота-бизнесмена выпадает не менее нелегкая доля отца-одиночки и вдовца. Тут-то и вскрывается, насколько важным столпом их семьи была Каныкей. Ведь наш герой не умеет ни готовить, ни ладить с детьми 24/7, ведь ему банально никогда не приходилось этим заниматься. Если же говорить о детях, их у него двое – 12-летний подросток по имени Азамат и 5-летняя дочь Назира. Они тяжело переживают резкую смену обстоятельств, ведь у них, по сути, выбита почва из-под ног. Они недоумевают, почему так изменилась их жизнь. Они больше не чувствуют себя в безопасности, что так важно для детей для полноценного формирования и взросления. А Асан не находит в себе сил донести до них горькую правду и помочь им прожить ее, вместо этого пользуясь тем самым уроком из своего детства – ложью. Его сын Азамат, который, кстати, винит его в смерти матери, зная, что он плохо водит, и именно он сел за руль в тот вечер, задает ему вопрос о том, почему они переехали из города, а Асан обманывает его, говоря, что все в порядке, и не рассказывая о том, что партнер лишил его и квартиры в городе. Дочку Назиру он обманывает, говоря о том, что мама просто уехала в долгосрочную командировку. Эта ложь возводит между главным героем и его детьми стену, которую он так и не смог преодолеть со своим собственным отцом. Я смотрел на него и видел тебя. Я смотрел на него и видел своего сына. Моего мальчика. Эй,
Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Я всю жизнь делал не то и не так. Как хоть с сыном повезло. Асан рассчитывает преодолеть эту стену тем, что сначала поправит финансовое положение, а затем и все остальное. Как это часто бывает, обман вытекает из самообмана, оправдывая необходимость лжи. Это ложь во благо. Асан начинает путаться в собственном вранье, лишь усугубляя положение. Дело доходит до того, что на фоне всего этого Азамат отдаляется от отца и находит утешение в общении с отцовским другом Аскаром. Ну, даете, Аскарбеке. Она же ваша жена? Это друг детства Асана, проживший всю жизнь в селе, умелец на все руки, который учит Азамата работать руками, а также верховой езде, в каком-то роде заменяя ему отца. Да ладно, Аскарбеке. Знаю этот кыргызский язык. Нет, да ладно. Кыргыз деген қандай қылады? Кыргыз. Түнде оозыңа бал салып алғандай, шундай даамды. Кыргыз. Но черная полоса все еще преследует главного героя. У него крадут последние сбережения. В гневе и отчаянии он обвиняет в этом своего друга Аскара. Асан, эмнеле болуп атасың? Кайсы акча? Жөн эле сүйлөшөлүчү. Аскар же в каком-то смысле тоже символизирует ловушку судьбы. Ведь когда-то в молодости он совершил незначительную кражу, отсидел 15 суток, за что был заклеймлен вором в родном Аиле. Это клеймо тянется за ним всю его жизнь. Спустя много лет даже его другу при краже денег все еще первое, что приходит в голову, это обвинить Аскара. Здесь также важно отметить, что Асан допускает эти обвинения в адрес друга при его сыне. Просто представьте, насколько тяжело ребенку жить с таким клеймом сына вора. А если еще и продолжить данную мысль, то обнаружится, что во многих детях правонарушителей пытаются найти и генетическое сходство. Но он такой же, как его отец, яблоко от яблони далеко не падает и так далее. Тут же можно провести прямое сравнение его с Азаматом, у которого нет недостатка в критическом мышлении. Он явно интеллектуально развит не по годам, озвучивает много умных и логичных мыслей. Однако же его пример подчеркивает то, что ум не всегда равен мудрости. Ребенку, особенно в условиях потери матери, просто не хватает жизненного опыта, мудрости, эмпатии, чтобы не винить своего отца, понять, что ему тоже тяжело. Родители – это часто дети, у которых просто появились свои собственные дети. Не надо о маме. Ты не мама. И не сможешь ей быть. Это ты виноват, что ее нет. Зачем ты так, сынок? Я понимаю, тебе трудно. Всем нам трудно. Не ври. Ты спокойно себе ходишь, улыбаешься. Как будто ничего и не было. Это тоже этап, через который ему нужно пройти, его арка роста персонажа, его взрослению через умение понимать и прощать. Эмпатия и человечность вкупе с умением прощать и являются той панацеей, которую предлагают создатели киноленты как выход из ловушки прошлого. Ведь в конце концов в трудный момент друзья мирятся, и Аскар первым приходит на помощь Асану в беде. Койчу Асан сен. Анчалык эчтеге деле болгон жок. Мен кичине жаман сөздөрдү айттың. Баламды коркуттуң. Мени жакаладың. Көйнөктү кырыштырдың. Мен жүрөгүм түшүп мындай узунунан төшөккө жатып. В концовке же этой сюжетной арки ложь главного героя выходит ему и его семье боком, потому что маленькая Назира все пытается связаться со своей матерью. Она сидела на возвышении, думала, что там связь хорошая. Ждала, пока мама позвонит. После этой ситуации нервы Азамата не выдерживают, и он закатывает отцу скандал, во время которого рассказывает младшей сестре о смерти матери. Этот момент становится поворотным и для Асана, который впервые прикрикивает на сына, выгоняя его из комнаты. Назю, отец нам врет.
Наша мама погибла в аварии. И это он во всем виноват. И он все время от тебя это скрывал. Андай емес, уқыт. Назю! Эта сцена становится ключевой для обоих персонажей. Главный герой в ответ на сыновью непокорность на эмоциях копирует несвойственную ему строгость своего отца, а сын попросту не выдерживает давления и в попытке заглушить боль от испорченных взаимоотношений с отцом садится на лошадь и пытается ускакать прочь. Данная сцена подчеркивает, что в последние недели отцовской фигурой в его жизни стал Асқар, научивший его конной езде, и в трудную минуту парень этим актом подсознательно пытается окончательно поменять их местами в своей голове и в жизни. Однако ситуация оборачивается не самым удачным образом, и Азамат падает с лошади, получая серьезные травмы. Его экстренно доставляют в больницу, и Асан, отправившись туда, узнает, что его сыну нужно экстренное переливание крови и настаивает на своей кандидатуре в качестве донора. Алдыңызда жатқан менің балам. Жалғыз ұлым. Менің балам. Так много боли. Ты боишься не их боли, а своей, Чарльз. И какой бы страшной она ни была, эта боль сделает тебя сильнее. Наш величайший дар — выдерживать их боль, не ломаясь. И он возник из самой большой силы человека — надежды. Пожалуйста, Чарльз, нам нужно, чтобы ты снова надеялся. Этот кадр последний тревожный в фильме. Сразу после него авторы переносят зрителя в недалекое будущее спустя год после этих событий. Мы видим семью, которая уже налаживает свою жизнь. Асану предлагают позицию руководителя новой компании, ведь предыдущая после его ухода обанкротилась. Дети постепенно принимают и прощают своего отца, показывая тем самым, что смогли справиться с болью утраты, прожить ее и жить дальше. Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис? Да, сэр. Такой вот хэппи-энд. Но что он на самом деле означает? Такое окончание фильма выбрано не зря, так как оставляет у зрителя вопрос, каким конкретно образом решился вопрос со взаимоотношениями главного героя с детьми. Ответ тут может быть только один. С самого начала работы все проблемы берут свой корень в неправильно построенном диалоге, что может быть вызвано самыми разными причинами, от токсичной маскулинности в духе «мужчине не положено рассказывать детям о проблемах», до неспособности молодежи проживать эмоции в духе «нужно найти кого-то виноватого в моих страданиях». Все эти проблемы, как мы уже говорили, имеют один корень, а следовательно одно решение. Диалог, основанный на эмпатии, на уважении к чувствам, подчас неприятный или неудобный, но всегда открытый и честный. Диалог между поколениями, в случае проблемы отцов и детей. Диалог между друзьями, диалог с самим собой, вместо убегания от проблем. Мы не знаем, как много этих диалогов провел Асан в прошедший за кулисами год, и насколько сложными они были. Но нам и не обязательно это знать, ведь концовка фильма ясно дает нам понять, что в итоге главный герой смог построить правильную коммуникацию и тем самым выбрался из предначертанной ему ловушки судьбы. Спасибо, что были с нами. С вами была редакция Evidence Central Asia. До новых, честных и искренних встреч. Виктория Ивановна, вам никто не говорил, что вы похожи на Мерлин Монро? Нет, никто. Правильно, вы не похожи. Так, Асан Кадырович,